Старт дан, игра началась. В первом испытании участники должны добежать до отметки и обратно. Здесь важную роль играет скорость. Кто быстрее доберется до финишной прямой, тот и окажется ближе к победе. У меня есть скорость, и мне было легко это сделать. Тренировались, да. Мы тренировались своим физрук. Следующее испытание уже чуть сложнее. Два участника из одной команды должны с помощью одного обруча дойти до финишной полосы. Команда, которая быстрее завершит эстафету, забирает победу. Сегодня здесь борются 3 команды юноармейцев. Каждая старается не подводить свою. Не менее важную роль в этом играет поддержка друзей. 24 участника и несколько конкурсов. В следующей эстафете игрокам поставлена задача пройти расстояние на руках и ногах одновременно. По мнению участников, это одно из самых сложных испытаний. Возникали сложности, болели сильно руки, но я все равно не сдавалась и пришла первой. Веселые старты среди юноармейцев ежегодно проводятся в регионе для пропаганды физической культуры и спорта, как средство укрепления подрастающего поколения. После упорной битвы заслуженную победу присудили команде «Юнармия» из 20-й школы Малгобека. Участники признаются, было нелегко, но благодаря подготовке они были уверены в своих силах. Да, я рад, что мы одержали победу. Первое задание, бег было легко. Следующие не такие легкие, но тоже. Одно испытание мне было сложно, которое на обручах надо было перетаскивать людей. Для нас победа не самое главное было. Для нас самое главное было участвовать в этом мероприятии. И мы команда, мы должны были одолеть. Мы взяли первое место, мы гордимся этим. Несмотря на поражение, другие команды не расстраиваются, ведь это далеко не последняя игра, и еще будет возможность отыграться. Когда я болела за свою команду, я очень переживала, думая, что этот человек не дойдет до нас. И когда сама участвовала в этих испытаниях, боялась, что если я подведу команду свою, либо не дойду до нее. Сегодня, конечно, мы получили 3-е место, но в следующий раз, Эндали, постараемся получить 1-е место. Такие игры уже добрая традиция, слаженная командная работа, залог успешного результата и воспитание в них лидерских качеств, уверены организаторы. Обычно все привыкли к тому, что юноармейцы – это те ребята, которые стоят на вот этих вот патриотических мероприятиях, но нам сегодня именно захотелось, чтобы они немножко порезвились, показали себя в спорте, чтобы у них был такой вот азарт. Мы купили подарки каждому отряду. Вот хочется, чтобы ребята по окончанию лета, все-таки сегодня очень хорошая солнечная погода, еще раз почувствовали вот этот вот задор выше, быстрее и сильнее. Самая приятная часть мероприятия – награждение. Все участники получили медали и грамоты, также памятные призы. Следующая игра пройдет уже на региональном уровне, а до тех пор наши победители будут готовиться к ней и еще больше улучшат свои спортивные навыки. Малика Измайлова, Султан Магушков, Новости 24.